Добрый вечер. В эфире «Региональные вести». В студии Лариса Шамаева. Главные события пятницы. Глава Минстроя России в Грозном. Республика выполняет все планы, те, которые стоят и по программам. Ирек Файзуллин прибыл с рабочей поездкой в Чеченскую Республику. Какую оценку дал федеральный министр строительному буму региона? Город притяжения. Сегодня Грозный становится местом не только для путешествий и знакомства с историей республики, но и для событий, которые остаются в памяти на всю жизнь. Столица Чечни укрепляет позиции одного из самых привлекательных направлений для путешествий по России. Продолжение истории. Это фильм для семейного просмотра, который напоминает, ценные моменты рождаются там, где рядом самые близкие. На экраны Грозного вышла вторая часть семейной комедии «На деревню дедушки». Сегодня Грозный с рабочим визитом посетил глава Минстроя России Ирек Файзуллин. Основной целью стала инспекция крупнейших строек региона от жилых кварталов до социальных объектов. Первой точкой поездки федерального министра стала инспекция масштабной стройки в новом жилом районе имени Владимира Путина, где вместе с главой ведомства региона Муслимом Зайпулаевым он осмотрел ход строительства социальных объектов и жилой застройки. Репортаж Рабиат Гайтиевой. Первой точкой поездки федерального министра стала инспекция масштабной стройки в новом жилом районе имени Владимира Путина, где вместе с главой ведомства региона Муслимом Зайпулаевым он осмотрел ход строительства социально важных объектов и жилой застройки. Инспектор строительного контроля по Чеченской Республике Слава Тимпаева. Вопросы есть? Пока все нормально, все идет по плану. Так и должно быть. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» здесь возводится современная школа на 400 ученических мест. В настоящее время на объекте ведутся кровельные работы на учебных блоках. Продолжается монтаж металлоконструкций и выполняется устройство внутренних инженерных сетей. Практически мы идем к завершению. У меня осталось здесь сделать металлическое покрытие кровель, установить окна. Эти работы сейчас ведутся. Мы по лимиту идем к завершению уже, так что большого количества людей здесь нет необходимости. Ну и техника, соответственно, та, что нам нужна, у нас есть. Проблем никаких у нас нету, в принципе, с материалами, с техникой, с людьми. В общем, я считаю, в течение месяца мы лимит освоим. Во время инспекции Ирек Файзуллин также ознакомился с ходом строительства детского сада, рассчитанного на 280 воспитанников. Возведение объектов позволит обеспечить будущих жителей района современной социальной инфраструктурой. Здесь разместятся административный блок, творческие мастерские, пищблок и все необходимые помещения для комфортного пребывания воспитанников. Кроме того, пространство спроектировано так, чтобы дети могли играть, учиться и развиваться в современных и безопасных условиях. Далее чиновник осмотрел многоквартирный жилой дом по улице Филатова, Байсангуровский район, общая площадь которого превышает 31 тысячу квадратных метров. Здесь разместятся 380 квартир, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Я хочу отметить очень положительную динамику развития строительного комплекса Чеченской Республики. Ежегодно идет рост количества ввода жилья, и этот год тоже не исключение. Уже почти 1 миллион введен квадратных метров. Республика выполняет все планы, те, которые стоят и по программам, находятся в так называемой зеленой зоне наших светофоров. Поэтому сегодня я посмотрел вот огромный этот комплекс, который носит название нашего президента, и прекрасные дома, которые более 30 уже введено в прошлом году. И сейчас это пример такого большого пространства комплексного развития территории. В преддверии Дня строителя Ирек Файзуллин также поздравил работников строительного комплекса республики с профессиональным праздником, поблагодарив их за добросовестный труд. Хочется пожелать в преддверии Дня строителя, 70-летия Дня строителя, успехов строителям Чеченской Республики. Ну и, конечно, успехов всем строителям. И пожелать здоровья, хорошего настроения и успешного выполнения тех программ, которые реализуются на территории.
В свою очередь, министр строительства и ЖКХ Чеченской Республики Муслим Зайпулаев поделился первостепенными задачами, стоящими сегодня перед строительной отраслью субъекта. Глава ведомства подчеркнул, что работа по обеспечению новых кварталов инфраструктурой ведется строго по графику. У нас приоритет, определенный главой нашей республики, уважаемым Рамзаном Ахматовичем, и президентом нашей страны Владимиром Путиным. Это те объекты, которые напрямую непосредственно влияют на улучшение жизни граждан. Это социальные объекты, это жилье в первую очередь. Задачи, которые перед нами ставятся. Соответственно, здесь при поддержке Федерального министерства строительства и коммунального хозяйства Ирка Ивановича лично нам удается достигать, соответственно, хороших, качественных, положительных результатов. Всесторонняя поддержка руководства региона и страны дает большие плоды. С каждым годом их становится в разы больше во всех направлениях. Рабиат Гайтиева, Алисхан Кацулов, Бихан Эбиев. Вести Чеченская Республика. Далее Ирек Файзулин провел расширенное совещание в Минстрое Республики, где озвучил впечатляющие цифры. Регион не просто выполняет план по жилью, а перевыполняет его почти вдвое. Ахмед Рамазанов подробнее. После инспекционной поездки Ирек Файзулин провел рабочее совещание с представителями строительной сферы и коллектива Министерства строительства и ЖКХ Чеченской Республики. Обсудили текущие вопросы и актуальные задачи реализации отраслевых проектов и программ. Стройка всегда, попробуй отпусти ее немножко, она всегда находит способ, чтобы вовремя не сложить объект, и причин всегда мы можем много найти. Но то, что происходит у вас, сегодня почти 1 миллион вы уже сдали квадратных метров жилья, социальные объекты растут. Я думаю, что даже то, что вы сегодня и постоянно находитесь в зеленой зоне наших светофоров, так называемых, вы на совещаниях присутствуете, это тоже результат вашей работы. Поэтому слова огромной благодарности и за те программы, которые вы реализовали. Досрочно завершили программу аварийного жилья. В сфере жилищного строительства в Чеченской Республике достигнуты значительные результаты. По итогам прошлого года объем введенного жилья составил 2635 квадратных метров, 183% от плана. На 1 июля 2026 года в регионе построено 962 тысячи квадратных метров, что составляет 70% от плана. В этом году планируется обеспечить жильем 1564 семьи различных категорий граждан, включая проживающих в аварийном жилье, молодые семьи и детей-сирот. Почетный гость отметил темпы строительства нового района имени Владимира Путина, подчеркнув, что это комплексный результат обеих сторон. Очень красивый район, большая территория, которая очень грамотно запроектирована. Я видел эту концепцию с самого начала, и когда сам процесс начинался по реализации проспекта Путина, где просто вот эта мысль, она сегодня уже реализована. Я в преддверии Дня строителя благодарю главу республики Рамзана Ахматовича Кадырова за такое постоянное внимание к реализации всех программ. Вот так называемые наши светофоры, которые министерство ведет по регионам, Чеченская Республика всегда на первых местах. И сегодня программы практически все в зеленой зоне. За добросовестный труд Ирек Файзулин вручил сотрудникам Минстроя Чеченской Республики и представителям строительной отрасли ведомственные награды за вклад в развитие региона. Награждается благодарственным письмом Минстроя России Кагиров Магомед Мусаевич, главный специалист отдела строительного контроля общественного предприятия, дирекция капитального строительства. Магомед Кагиров, обладающий 22-летним опытом работы в отрасли, принял активное участие в ликвидации последствий стихийного бедствия, когда в результате ЧС многие жители региона лишились крова. По поручению главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова для всех пострадавших было возведено новое жилье. Эффективно, добавить, слаженно, благодаря Рамзану Ахматовичу Кадырову, главе нашей республики, оперативно был Делгайтамс чак бейлери знахан хаз чубам меттиг неселери далхастан бокы. Со оқуе со хақиқын сон благодарственный письмо даларна доққа юакам бойза доқ дазалду багдик дич. Дерес хлил
В завершении встречи стороны отметили приоритетные задачи на второе полугодие. Главная цель – сохранить высокий темп ввода жилья, своевременно завершить социальные программы этого года и продолжить развитие городов и сел региона. Чеченская республика занимает лидирующие позиции в стране по ряду показателей строительной отрасли. В основе этих достижений профессионализм, ответственность и самоотверженный труд специалистов, которые являются главным ресурсом строительного комплекса. Ахмед Рамазанов, Адлан Хусаинов, Вести, Чеченская республика. Особое внимание в ходе инспекции было уделено поселку Новый Биной в Гудермесском районе. Министр осмотрел дома, построенные для семей, оставшихся без крова после стихийного бедствия. Репортаж Медины Мударовой. Жизнь в новом поселке продолжается, и сегодня о пережитом стихийном бедствии жителям напоминают разве что воспоминания. 143 капитальных дома, построенных по поручению главы региона, полностью заселены. Благодаря масштабной поддержке фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова люди, потерявшие кров в Ножеютовском районе, в кратчайшие сроки обрели не просто новые стены, а уверенность в завтрашнем дне. Оценить масштабы и рекордные темпы работы в поселок прибыл министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзулин в сопровождении руководителя регионального ведомства Муслима Зайпулаева и главы Гудермесского района Хамзата Хасханова. Чиновники осмотрели жилье и пообщались с жителями. Площади хватает? Да. Лучше, чем там был. Да, конечно. Мир вас дома. На самом деле люди очень довольны, благодарны. Очень оперативно, как мы все знаем, на беду Индейском, сразу же прилетают наши люди, каждого из нас. А школу, детский садик куда-нибудь? Мы предусмотрели здесь, соответственно, дополнительно предусмотрели в рамках планирования, конечно, предусмотрели, но у них здесь, есть, благо, недалеко есть в школе школа, да, есть. На 720 мест, да, по-моему, ближайших школ. Сколько детей у вас? У нас? Да. Один только. Да. В ходе осмотра Ирек Файзулин дал высокую оценку уровню организации строительного процесса в регионе. Он отметил, что оперативность и всестороннее внимание к пострадавшим позволило завершить работу в максимально короткие сроки. Я был в самом начале этих событий на этой площадке, когда здесь ничего не было. Здесь только приехали техника, которая начала планировку территории, и руководство республики сказало, что вот через месяц люди получат уже благоустроенные дома. Поэтому очень оперативно отработали. И сейчас вот мы зашли в дома, которые уже они живут более месяца, да, 1,5 месяца здесь. Они просто рады тому, что вот это произошло очень быстро. Конечно, Чеченская республика в стройке сегодня идет очень динамично. Программы все реализуются. Можно сказать, что Чеченский строительный комплекс, он один из таких крупнейших в нашей стране, и выполняет все те задачи, которые поставлены президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным, руководителем Республики Чеченской Рамзаном Ахматовичем Кадыровым. Для сотен людей, потерявших кров, этот переезд стал началом новой жизни. Каждый дом сдавался полностью благоустроенным. Сегодня новоселы с безмерной благодарностью отзываются о поддержке, которую им оказали в самый трудный момент. В их числе Асламбек Арзумиев. Для его семьи из 6 человек это настоящий подарок судьбы. Во время этой стихии, когда наше село посетил наш глава Чеченской республики Рамзан Ахматович Кадыров, у нас селилась надежда, что мы в конце концов приобретем новое жилье, и появилась уверенность в завтрашнем дне. Все дома они были готовы к заселению, пригодны для проживания. Были оснащены всеми инженерными коммуникациями. 43 точно таких же дома открыли и в селении Комсомольское. Реализация столь масштабного проекта в такие сжатые сроки еще раз подтверждает, что забота о людях – главный приоритет руководства субъекта. Медина Мударова, Мусар Хаджиев и Ахмед Хизриев. Вести, Чеченская республика. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзулин также посетил Российский университет спецназа имени Владимира Путина. На базе ему представили паспорт будущего Национального центра медико-психологической реабилитации, социальной адаптации и укрепления семейных ценностей, а также ознакомились с ходом внутренних работ проекта. Осмотрев объект, Ирек Инварович дал высокую оценку представленной концепции, отметив ее социальную значимость и важность создания современного центра поддержки участников СВО и членов их семей. Региональные власти принимают все необходимые меры для качественной и своевременной реализации центра. Уже не первый раз я на этом объекте. Очень активно он развивается, и сегодня дальнейшая работа идет с участием Минстроя России уже. Это один из наших объектов вместе с республикой. И
Реализуется он по поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина. По просьбе Рамзана Ахматовича Кадырова он был включен в программу. И сейчас завершаются проектные работы по ряду объектов, потому что территория большая, задач очень много. Но самый уникальный, вот, на котором мы находимся, объекте, это реабилитационный центр для участников СВО. Ну и вообще в целом реабилитационные центры нужны. Тоже огромный, в общем-то, объект. Вы видите, более 200 тысяч кубических метров строительного объема, почти 50 тысяч квадратных метров. Здесь по всем направлениям реабилитации будут производиться с людьми работы. В данном объекте, соответственно, осуществляется строительство и реконструкция под реабилитацию участников СВО. То есть это как бы в первую очередь такой вот самый значимый, социально значимый эффект, который в конечном итоге будет, помимо тех мероприятий, которые проводятся на объекте. Это очень важная составляющая в целом для республики и в целом для России, что участники СВО смогут приехать и, соответственно, получить доступную помощь, реабилитацию. По другим темам. В Гудермесе прошло открытие обновленной кондитерской сети, которая хорошо знакома жителям республики. Ресторан «Кондитерская», знакомая жителям уже много лет, открыла свой очередной филиал. На этот раз с обновленным названием и дизайном, но прежним вниманием к качеству. Как прошла церемония, чем угощали гостей, в сюжете Медины Мударвай. Первые минуты открытия ресторан уже заполнен до отказа. Сеть самых узнаваемых чеченских ресторанов расширяет географию на карте республики. Сегодня у нас особенный день, сразу два события. Меняется история бренда Парижа. Мы начинаем свою новую страницу. Мы постарались создать в этом ресторане уютное, современное, комфортное место, чтобы каждый гость мог почувствовать настоящую атмосферу гостеприимства. После успеха в Грозном, Шали и Аргуне ресторан «Кондитерская» распахивает свои двери и в Гудермесе. Знакомый каждому бренд «Париж» продолжает свою историю под новым именем «Марзо». Изначально детищем нашего руководства в лице Медни Мусаевны было название «Париж», сети ресторанов кондитерских. Но через 10 лет Медни Мусаевна все-таки захотела поменять название «Марзо». «Марзо» в переводе это значит «сладость». Название само говорит за себя, что вот Марзо – это объединение всех нас в этом слове, не только сладость наших десертов, наших блюд, но и в целом сладость общения, сладость пребывания в нашем ресторане. Главный идейный вдохновитель проекта – первая леди республики. Дизайном заведения от изысканного интерьера до нюансов высокой кухни Медни Кадырова занималась лично, вкладывая душу и вкус в каждую деталь. Премиальный текстиль, благородная палитра цветов, эксклюзивные элементы декора – здесь все продумано до мелочей. Я очень рада оказаться сегодня на открытии ресторана «Марзо». Он раньше назывался «Париж», насколько я знаю, а сейчас он открылся под новым названием. И мне кажется, что оно наиболее полно отражает его концепцию. И это очень радует нас, жителей республики. Хотелось бы выразить огромную благодарность за открытие этих заведений. И, в частности, хотелось бы особенно поблагодарить Медни Мусаевну за то, что она открывает такие заведения, заботится о нас, радует нас такими мероприятиями, такими яркими открытиями. Я думаю, для города Гудермес и для всей республики это огромный подарок. Открытие, прям прекрасное, живая музыка, и хочется пожелать Гудермесу довольных гостей. В целом все понравилось, блюда были очень вкусные. Хеда оценила очень галушки, да, Хеда? Я люблю галуш очень. На самом деле все было очень вкусно, и открытие, и блюда, и вообще сама атмосфера, и вообще интерьер. Я искренне поздравляю всех жителей Гудермеса с тем, что у них появилось место, где они могут вкусно поесть и приятно провести время с родными и близкими.
Помимо отдыха в красивом зале ресторана, посетители могут провести время на уютной летней веранде. Ну а сам праздник вкуса от Марзо доступен уже с сегодняшнего дня. Гостей ждут в Гудермесе по адресу проспекта Ахмата Хаджи Кадырова, 36. Медина Мударова, Бекхан Эбиев, Вести, Чеченская Республика. Мэр Грозного Хасмагомед Кадыров проинспектировал ход строительства нового комплекса таунхауса в Исаитовском районе столицы. Проект, реализуемый к 75-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова, предусматривает возведение 75 двухэтажных домов. Строительство ведется за счет средств регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. В настоящее время на объектах завершается устройство внутренних инженерных сетей, продолжается монтаж систем отопления и электроснабжения, выполняется внутренняя отделка помещений. Параллельно ведутся работы по благоустройству территории. Хасмагомед Кадыров также посетил с инспекцией поселок Илиханово. Он оценил ход капитального ремонта улично-дорожной сети. В этом году здесь планируется отремонтировать 5 улиц общей протяженностью 6 километров. Специалисты проводят фрезерование старого асфальтового покрытия и готовят основания для укладки нового. В ходе визита столичный градоначальник пообщался с дорожными рабочими, призвал соблюдать высокие стандарты качества и установленные сроки выполнения работ и поблагодарил их за труд. Чеченская Республика привлекает туристов не только красотами, но и особым отношением к семейным ценностям. Именно это стало решающим для пары из Владимира, которая прибыла в Грозный для своего отпуска. А чем завершилась их поездка, узнаем из нашего следующего сюжета. В числе гостей республики Артур и Ирина из Владимира. Пара в Грозный приехала чуть меньше недели назад. По словам туристов, выбрали именно Чеченскую Республику из-за того, что в регионе большое внимание уделяется семейным ценностям. Особое впечатление на них произвели местные традиции и обычаи. Впечатления самые лучшие. У вас очень чисто, красиво. И я думаю, что нам не хватило даже недели, чтобы объездить все ваши красивые места. И я думаю, что будет повод вернуться снова. Во время поездки Артур поделился со своим знакомым Мусой Ханариковым желанием сделать предложение своей возлюбленной. Вместе они продумали, как сделать этот момент по-настоящему незабываемым. В итоге на бульваре Асымбаева во время интервью о впечатлениях от отдыха в Грозном Артур неожиданно для Ирины сделал ей предложение руки и сердца. Наша вся поездка, она была не случайна. Для меня Грозный стал большим открытием, потому что это единственный город и регион на всей территории Российской Федерации, где ценят патриотов. Я не мог поступить и выбрать город другой. Ох ты! По словам Артура, сделать предложение именно в Грозном он решил задолго до поездки. Воплотить задуманное помог его знакомый Муса Ханариков, который продумал этот момент до мелочей. Благодаря их совместной идее обычная встреча с другом превратилась в событие, которое молодая пара запомнит на всю жизнь. Особенным этот день сделал и сын Артура, вручивший Ирине букет цветов после ее заветного «да». В реализации моего плана мне помог мой друг Муса Абдулахитович, потому что я с ним созвонился, посоветовался с ним, спросил его, как старшего моего друга, товарища, совет, как лучше сделать это в Грозном. И он мне спланировал весь этот, скажем так, кульминационный момент. Для Ирины эта поездка в Чеченскую Республику начиналась как обычное путешествие, а завершилась предложением руки и сердца. А Артур уже признается, свадьбу он хотел бы сыграть именно в Грозном. И, возможно, совсем скоро регион вновь встретит эту пару. На этот раз уже в качестве молодоженов. Сегодня Грозный становится местом не только для путешествий и знакомства с историей республики, но и для событий, которые остаются в памяти на всю жизнь. И судя по эмоциям этой пары, поездка в столицу Чечни для них теперь навсегда будет связана с одним из самых важных решений. Дани Хамидов, Магомед Басаев, Вести, Чеченская Республика. В кинотеатрах Грозного стартовала долгожданная премьера, продолжение популярной семейной комедии «На деревню дедушки». Снова лето, снова деревня и снова любимые герои, но на этот раз с новыми сюрпризами. О чем вторая часть и чем она удивит зрителей, узнаем у Мадины Кураевой.
На экранах грозненских кинотеатров семейная комедия «На деревню дедушки». В центре сюжета летние каникулы, деревенская атмосфера и история, которая через юмор напоминает о самом главном – ценности семьи и общения с близкими. Сама тема семьи, все, что связано с семьей, для меня очень важна и ценна. И первый фильм просто меня порадовал безумно. Поэтому я долго не думал, соглашаться или не соглашаться. Наша давнейшняя дружба с Юрой Стояновым. Мы снимались еще лет, наверное, 20 назад с ним. И я мечтал еще раз когда-нибудь встретиться с ним в кадре. А тут еще и увидел. И все прекрасно. Что тут говорить? Мне кажется, что такое кино, оно очень востребовано сейчас, на сегодняшний день, с теми реалиями, которые происходят у нас в мире. Главный герой Владик вновь проводит лето у дедушки Юры. Однако привычный уклад нарушает приезд второго дедушки, Виктора. Его появление становится началом веселого соперничества. Каждый из них старается завоевать внимание внука, используя свои методы. Обычные семейные будни превращаются в череду забавных и неожиданных ситуаций. Ну, конечно, не подарок. Ну, как говорится, родню не выбирают. Шутит, но живем душа в душу. Авторы картины сделали ставку не только на юмор, но и на семейные ценности. Зрителей ждут узнаваемые жизненные ситуации, яркие персонажи и добрая история, которая напоминает о важности времени, проведенного с родными. Фильм интересный, запоминающийся. Создатели продумали все до мелочей, чтобы смотреть с маленькими детьми, с детьми постарше. И взрослым тоже понравился этот сюжет. Ну, нам с семьей было интересно смотреть данный фильм. Чудесный фильм. Однозначно рекомендую просмотр семейный. Желательно в нескольких поколениях посмотреть, чтобы посмотрели дети, родители, бабушки, дедушки. Чудесный фильм. Прекрасно показана глубинка, показана часть вот этой вот самобытности, деревенской жизни. Это так прекрасно. Я рекомендую однозначно. Прекрасные актеры. «На деревню дедушки» – это история о связи поколений, искреннем общении и семейных традициях. Фильм уже вышел в широкий прокат и доступен зрителям во всех кинотеатрах страны. Добрый юмор, живые эмоции, история, в которой каждый может узнать себя. «На деревню дедушки» – это фильм для семейного просмотра, который напоминает: ценные моменты рождаются там, где рядом самые близкие. Фильм можно посмотреть и в кинотеатрах Грозного. Мадина Кураева, Алисан Кацулов, Магомед Итаков. Вести, Чеченская Республика. На этом у меня все. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева. До новых встреч в эфире.